Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Да, у меня один Нет? вопрос. Вы в начале своем и как представитель аппарата президента и правительства, вы начинаете с того, что каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечить восстановление нарушенных прав всеми доступными способами. Скажите, пожалуйста, так почему же вы считаете, что ограничительный список пункта 2 статьи 267, он допустим? Хотя вы все начинаете выступление, представитель правительства сказал, что у нас есть право воспользоваться своими правами в рамках рассмотрения дела по существу. Мы знаем, что мы можем воспользоваться этим правом, но мы можем воспользоваться и правом, предоставленным нам институтом подачи заявления по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы на этой стадии можем решить этот вопрос, не затягивая, когда вы говорили о том, что это приведет к затягиванию решения вопросов, то это приведет, наоборот, к сокращению, не отпадет необходимость рассматривать дело по существу, и на этой стадии будет вопрос решен. Вопрос: почему вы нас ограничиваете этим правом, нашим правом подачи заявления по вновь открывшимся обстоятельствам? Спасибо. Ваше ходатайство относительно ограничительного перечня в статье 267, я полагаю, что это законодатель предусмотрел в связи со спецификой вообще административно-процессуального кодекса. Но вы также обжаловали свое решение из Сокольского областного суда в Верховном суде. То есть у вас ограничительных прав и не было, вы обжаловали, а по вновь открывшимся обстоятельствам, получается, вы можете... Сейчас я вас перебью, извините, пожалуйста. Эти обстоятельства, вновь открывшись, стали известны нам после решения Верховного суда. Ну, почему вы думаете, что если вернули в первую инстанцию, то это дело может означать не обязательно не в вашу пользу? Вы можете эти же доводы привести и в первой инстанции при рассмотрении по существу Вы не дела. поняли вопрос. У нас вопрос, почему вы решили, что мы должны опять проходить процедуру рассмотрения дела по существу, если вновь открывшихся обстоятельств как таковых нет. И мы это пытались доказать подачей нашего заявления. И на этой стадии вопрос был рассмотрен, был бы вопрос решен и снят. Не было бы необходимости рассматривать дело по существу. Вот в чем вопрос. Я поняла вас, но моя позиция была озвучена уже. Еще вопросы у вас? Да. Скажите, пожалуйста, вот судебный акт, да, судебный акт, был принят судебный акт, который отменяет принятое по существу решение. Вот судебный акт, один из судебных актов, да, отменяет это решение. Скажите, пожалуйста, это играет существенную роль для истцов, для ответчиков, если отменяется решение? Вот этот судебный акт, который отменяет решение суда первой инстанции. Ну, играет для всех участников То есть процесса. это существенный судебный акт, он порождает права другие, кроме процессуальных, затрагивает, вернее. При отмене решения первой инстанции было рассмотрено по существу. Там же есть свои особенности. В этом Высокуйском областном суде было рассмотрено, восстановлен пропущенный срок и направлен на первую инстанцию, да? Ведь так? Я у вас спрашиваю, не вы у меня, извините. Я у вас просто спросила. Скажите, пожалуйста, для всех судебный акт, участников, который отменяет ранее постановленное решение по существу. Он является промежуточным актом. Но хорошо, но он затрагивает права, будем всех так говорить, затрагивает, права, играет существенную роль в данном случае. Да. А тогда почему он не может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам? Об этом решение Конституционного суда от 17 марта 2021 года и сказала, что если промежуточный акт является существенным и порождает последствия, выходящие за рамки процессуальных, то он
обязательно может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, что вы и признали. Да, это существенное вот затрагивание прав. А в основном выступлении вы говорите о том, что нет, это не нарушает никакого права на защиту. Спасибо. Самат, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Самат Хаштобекович. Вопросов нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь.